Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить как и о внутренней политике, так и о внешних вызовах, которые существуют. И у нас сегодня в студии наш постоянный политический эксперт Астамур Тами. Астамур, добрый день. Добрый день. Начну, наверное, опять же, уже прошло достаточно времени после этого протокола. То есть у нас этот протокол стал проблемой внутриполитической. То есть идет пикировка между властью и оппозицией достаточно активно. И это все накладывается на уже практически стартующую президентскую кампанию. И я бы хотел, наверное, все-таки твой взгляд на вот существующее положение вещей и вот тот, наверное, естественно, не обойдемся без того кризиса, который сейчас образовался в российско-абхазских отношениях, чтобы ты вот как бы комплексно, как ты умеешь, описал все это. Комплексный ответ. Да, комплексный ответ. Ну, если начинать с протокола, когда я его прочитал, честно говоря, у меня появились определенные сомнения в подлинности этого документа. Ну, это и касается и стилистики, и содержания. Возможно, он составлен по мотивам каких-то обсуждений, потому что тогда бы кто бы поверил, что это подлинный документ. Но тем не менее, мне кажется, само по себе это важно, если, допустим, удалось бы выяснить, подлинный этот документ или нет. Потому что это какие-то вещи влияет. Странно, такие документы они не выходят из администрации президента России. Так что, в любом случае, он послужил триггером такой информационной кампании. Как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Это неудивительно. Кризис в отношениях с Россией, у нас не первый раз возникает. Но кризис, мне кажется, это слишком громко сказано, потому что кризисом можно было бы назвать, если бы он влиял на рамки наших взаимоотношений. На стратегические рамки нашего сотрудничества эти вопросы, которые периодически будоражат наше общество, они уже, если этот вопрос сначала жилья, сейчас это апартаментов, он висит в повестке российско-абхазских отношений уже, дай бог памяти, 10 лет, если не больше. И даже представить, что если он решится в ту или иную сторону, что касается союзнических отношений Абхазии и России, это ни на что не влияет. Реакция на него абхазского общества, она связана с теми проблемами, с нашими опасениями, которые давно всем хорошо известны. Они являются частью абхазского дискурса уже многие годы. И нам говорят, что это родовая травма. Но на самом деле это не родовая травма. Мы долгие годы страдали от того, что фактически утрачивали контроль над собственной территорией, экономикой. Над нами и сейчас, как дамоклов меч висит, угроза растворения. То есть фобии, они не абстрактные и, к сожалению, они в прошлое не ушли. Потому что систематически эти вопросы демографии, языка, они в Абхазии, к сожалению, не решаются. Если бы эти вопросы решались, наверное, бы и отношение общества было другое. Но это хорошо, с одной стороны, потому что периодически такие откровенные разговоры между и абхазскими коллегами, и российскими коллегами не должны возникать. Абхазия, конечно, у Абхазии с Россией асимметричное сотрудничество. По всем параметрам. Но тоже представлять Абхазию, как в некоторых средствах массовой информации, в качестве какого-то нахлебника или какого-то паразита, который
сидит на телерассеянии. Ну, И не шевелится. да. Ну, во-первых, мы должны вспомнить историю всю нашу послевоенную. Абхазы, да, действительно строптивый народ. Это проявляется в отношениях с Россией тоже. Наша строптивость как раз проистекает из нашего фактического положения. Вот есть какие-то точки, но мы с Россией для чего вступили в союзнические отношения? Чтобы защитить себя, свою территорию, обеспечить свое национальное выживание. Вот. В обмен на это мы предоставили свою территорию для размещения российских военных баз. Мы находимся в рамках рублевой зоны. То есть фактически у нас общее социально-экономическое пространство с Россией. Вот. Никому в голову не приходило это все поменять. Но есть такие вещи, ну, наверное, нашим российским коллегам надо объяснять. Потому что трудно с высоты такого крупного государства иногда рассмотреть проблемы маленького народа. Поэтому они не обязаны о нас каждый день думать. У них проблем, наверное, больше, чем только Абхазия. Вот. Поэтому в этом вопросе у нас желательно, чтобы был консенсус, чтобы мы одно и то же говорили. Вот. Что у нас есть вот такие проблемы. Да, и вот когда вот сейчас пытаются внести в этот какой-то геополитический контекст, как будто это вопрос смены ориентации Абхазии с России на Запад, ну это вообще смешно обсуждать. Потому что даже если во главе Абхазии поставить просто агента ЦРУ, допустим, он все равно не сможет изменить ряд базовых фактических обстоятельств. Вот. Абхазия может выпасть из геополитического поля России, только если Россия сама будет Абхазию оттуда выпихивать. Вот. По собственной какой-то инициативе это все понимают, что это будет шаг такой, очень будет таким, не хочу описывать, но очень большим вызовом для сохранения нашего государства. Поэтому по этому вопросу у нас никаких и попытки там притянуть за уши, что здесь какие-то идет борьба западных сил, это просто западных и пророссийских сил, это просто попытка местных элит повысить свои конкурентные преимущества перед своими противниками. Ну, ты же понимаешь, что такой дискурс, он, даже если в него никто не верит, что это вот такой элемент внутриполитической игры, конкуренции. Может, кто-то и верит, это на это рассчитано. Да, рассчитано, но с каждым разом это станет огромной проблемой для нашего абхазского общества, когда ты начинаешь искать каких-то внутренних врагов, и мы, в общем-то, это когда-то уже проходили. Да, было это в рамках одного большого государства, но тем не менее, в общем-то, стучали не люди со стороны, стучали на своих же соседей и так далее. Те же абхазцы стучали. И тебе об этом не знать. И мне кажется, наверное, все-таки как-то надо выходить из этого такого информационного пространства, потому что все информационное пространство в основном забито этим. В последнее время, я так понимаю, вижу это в контексте поисков, то есть как будто бы здесь уже баррикады проходят, знаешь, по Абхазии, да, вот здесь Восток, вот здесь Россия, вот здесь Запад, да, то есть, да, такая картина рисуется, да, и далекая от реальной. И в общем-то, мы исключительно уже говорим об этом, и у нас нет никаких дискуссий по поводу реформ, по поводу системы управления, по поводу экономических преобразований и так далее, и тому подобное. Мы заняты этим. Было бы странно, если бы власть на 5-м году своей жизни вдруг заговорила о реформах. Потому что кто же в это поверит? Это по нашей старой традиции
Она говорила о реформах накануне своего вступления во власть. Вот. Как и предшественники делали. А ВОЗ и ныне там. Вот. Что касается вот этих, все время говорят, там, блок оппозиции НПО. Но пока я вижу, насколько у оппозиции самой пока проблемы с блоком друг с другом. Во-вторых, это тоже искусственно придается такая коннотация. Потому что если реально посмотреть, а у нас есть возможность ретроспективно посмотреть на ситуацию с теми же НПО, они не являются влиятельной политической силой в Абхазии. Это либо экспертное сообщество, либо организации, которые занимаются решением гуманитарных программ. Во власть они тоже особо никогда не рвались. Там есть пару эпизодов, когда представители гражданского сектора попадали в парламент. Вот. Никогда из них никто никакую прозападную повестку не продвигал. Они продвигали абхазскую повестку и повестку реформ. И к ним, если политические силы когда-либо обращались, то в порядке консультативном, включали в разные комиссии, когда там конституционная реформа касалась, еще каких-то там наших потуг реформирования политического нашего пространства. А так реальная политическая сила Абхазии, они не являются и непосредственно политикой не занимаются. Вот. Поэтому это совершенно искусственная такая вот спайка. Тоже касается, допустим, того же движения Халах-Пицунда. Ну, объективно говоря, я не знаю, может кто-то обидится, на мой взгляд, это маловлиятельная организация. У нее был период, когда они какие-то акции проводили публичные, вот, но дальше этого эта организация не двинулась. И такое впечатление, как будто из нее искусственно хотят сделать какой-то жупел такого западного влияния. Даже уже это выплеснулось в российские средства массовой информации. Что касается нападения, я не хочу лить воду ни на чью мельницу. Надо дождаться расследования. Это, конечно, грязный, недостойный метод, но спешить с выводами не стоит, превращать расследование, сопровождать излишней пропагандой. Вот, дождемся, будет ли расследование, к чему оно приведет или вообще остановится ли. Вот. Но в целом у нашего общества должно быть нетерпимое отношение к этому. Потому что абхазское общество маленькое. Вот вы обращали внимание, когда абхазская полемика идет, наша традиция, ну как обычно спорят, в некотором царстве, в некотором государстве некто. И все понимают, о ком речь идет, в том числе тот, о ком речь идет. Эта традиция с чем связана? Во-первых, чтобы человек осознал, что он не прав, дается ему шанс. Что он не прав и чтобы он не справился. Во-вторых, чтобы это не перерастало в личную вражду. Вот у нас люди переоценивают влияние вот этого телеграм-пространства на абхазский социум. Оно, конечно, есть. Но у нас все медийные личности, они встречаются на свадьбах и похоронах. Они доступны находятся. Поэтому это тоже накладывает определенные обязательства на наше поведение. Я, наверное, вне зависимости от того, чем эта политическая борьба закончится, наверное, никто не собирается из Абхазии уезжать. Вот, в основной своей массе. То есть они должны как-то сосуществовать, эти люди. В большинстве своем они связаны, у них разделяет, может быть, политика, но их могут связывать вполне другие отношения. Родственные, там, соседские и так далее и тому подобное. Здесь наше общество, оно с тесными вот такими горизонтальными связями. Мне кажется, если вот эти попытки его атомизации, вот они предпринимаются, эти попытки, пытаются нам внедрить какие-то несвойственные нам такие взаимоотношения, очень резкие. Вот. Вот эти попытки атомизации, они представляют серьезную угрозу для нас. Вот. И
еще раз хотел бы вернуться к этой повестке, которая в протоколе отражена. Вот мы в прошлый раз с тобой говорили о кризисе легитимности власти. Вот если, допустим, наша власть в течение 5 лет продемонстрировала бы, вот если вот сейчас, если взять блокнот и записать достижения нынешней власти, вот если бы она продемонстрировала бы какие-то большие достижения в экономике, в решении наших демографических проблем, языковых проблем, культуры там и всего прочего, от чего зависит вот, лицо нашего народа, сохранение его, приумножения, возможно, что они бы смогли какие-то вопросы решить из этой повестки. Потому что, а сейчас это так преподносится, если мы не решим, последуют какие-то санкции репрессивные со стороны России. Зачем Россию таким образом? В России представляют искаженную картину об Абхазии. Во-вторых, используют ее в таких конкурентных преимуществах. В России могут долго не разбираться. И последствия могут быть негативными для всех. Ну, точно будут негативными для всех, потому что не расхлебаешься. Поэтому мы должны все-таки иметь четко в голове какие-то свои красные линии, которые мы не должны переходить. Это, прежде всего, не должно быть никакого насилия ни накануне выборов, ни в ходе выборов, потому что это потом можно и не остановить. Вот. Следить за выражениями тоже неплохо было бы. Вот. Потому что дальше нам вместе жить. Нас, к сожалению, 100 тысяч. Вот. Если бы нас было много миллионов, и был бы шанс хотя бы на улице друг с другом не встречаться, вот, тогда, может быть, другая была бы политическая культура. Но у нас вот такая, проистекающая из нашей численности, из нашей истории. И это мы должны иметь в виду. Но я перейду все-таки уже к другой части нашей повестки сегодняшней. Иванишвили, у них там в Грузии выборы 26 октября, идейный, духовный лидер грузинской мечтающей партии заявил о том, что о своем намерении принести извинения осетинскому народу за войну 2008 года. Кроме того, он пообещал устроить своего рода Нюрнбергский процесс над Михаилом Саакашвили и его партией «Нацдвижение», то есть виновными вот в этом преступлении. Правда, об Абхазии он ничего не сказал, но тем не менее как бы вырисовывается логическая картина, что дальше, наверное, должно быть как бы про Абхазию, да, то есть сказано. И, кстати говоря, наш МИД, в общем-то, приветствовал такое начинание, да, и выразил надежду, что за этим последует и как бы в адрес Абхазии подобного рода шаги. Как ты смотришь, это вообще предвыборная какая-то риторика, которая не имеет никакой базы под собой для того, чтобы потом в дальнейшем ее избежать, не исполнять? Или это вот реально? Ну, с точки зрения предвыборной риторики, я бы сказал, что довольно рискованный шаг. Вот. Мне кажется, что здесь мало политического расчета в этом заявлении. Поэтому это внушает надежду на то, что это искреннее заявление. Вот. Конечно, небезопасно в нынешних политических условиях в Грузии. Такие заявления небезопасны с электоральной точки зрения, потому что вот сейчас опять началось это образ врага опять, и Россия, оккупация, Абхазия, осетины, они первые напали и все прочее, вот это все повелось опять. То есть это заявление Иванишвили используется в такой конкурентной борьбе. Вот. Но теперь, что касается самого этого шага. Мы в прошлой передаче об этом говорили, что очень важны для урегулирования конфликтов, взаимоотношений
вывода их на новый уровень развития, в том числе символические шаги. Вот. Признание ответственности. Мне кажется, когда общество готово осознать свои ошибки, оно способно их исправить. А это уже новое качество. Это говорит о зрелости и силе этого общества. Вот. Поэтому, конечно, этот символический шаг, я надеюсь, что и в отношении Абхазии эти шаги будут продолжены. Вот. Этот символический шаг сам по себе очень важен. Вот. Поэтому еще раз хочу сказать, что, видимо, для развития диалога и урегулирования конфликта грузинская мечта является более подходящим для абхазской стороны партнером. Потому что если придут другие силы, оппонирующие, они долгое время, даже если они, допустим, у них в уме нету применения какого-то насилия в отношении Абхазии и Южной Осетии, они будут долгое время заложниками своего пропагандистского предвыборного дискурса. То есть опять эта вся будет риторика уже влиять на реальную политику. И к чему это может привести? К обострению, там, не знаю, каким-то возможным рецидивам конфликтным. Мы не знаем. Это даже, я думаю, грузинские политики сейчас предсказать не могут. Вот. Поэтому, вот еще раз говорю, это внушающий надежды шаг. И надеюсь, что после выборов в октябре будет возможность двигаться в этом направлении. Вот. И, естественно, здесь встанут вопросы о возобновлении официального переговорного процесса, о том, что делать с законом о оккупированных территориях, как нам сосуществовать, как решать проблемы населения, которое проживает, и вообще как нам строить, исходя из того, что мы сможем достичь, как нам строить дальнейшие наши взаимоотношения. Но вот, как бы грузинская мечта, в частности, тот же Иванишвили, она, в общем-то, контуры вот своего видения по отношению там, к Южной Осетии, к Абхазии, она как-то как бы объяснила все-таки, да, то есть и свою позицию, как бы, что любой этот конфликт, существующий конфликт, решать только мирным путем. Вот у их оппонентов, а их там оппозиция, она как бы не единая, там несколько групп, я пока вот пытаюсь как-то поймать, ну, я как бы мониторю ситуацию, которая там происходит в Грузии, но вот какого-то членораздельного плана. У них нету мирной повестки. У них даже в таких схематических формулах, как у грузинской мечты, мирной повестки нету. И исходя из того, что грузинская мечта, эту мирную повестку, она взяла в качестве одного из пунктов своей публичной программы, там только говорят об обратном. Вот. В этом есть определенная опасность, конечно. Это опять может отложить долгий ящик решения тех проблем, которые мы могли бы решить. Я не говорю, у нас не такая ситуация, что мы решили вопрос государственно-правовых взаимоотношений. Я скептически к этому отношусь. Вот. Но есть пакет вопросов, которые вполне могут быть решены сторонами. Которые изменят фон. Которые изменят фон и климат. Вот это можно сделать. И вот в этом как бы контексте абхазская сторона, она, наверное, тоже должна что-то, наверное, говорить, помимо того, что вот мы поддерживаем. Ну, здесь надо руководствоваться принципом «не навреди». Вот. Мне кажется, что Абхазия не имеет возможности, может, даже хотела бы, влиять на внутриполитические процессы непосредственно в Грузии.
Вот. Могут просто выдергивать слова наших официальных лиц. У нас с тобой, конечно, у нас такая ответственность такая не лежит. Мы на экспертном уровне пытаемся говорить. Если будут на каком-то официальном уровне что-то заявлять, это могут использовать в конкурентной борьбе. Я думаю, это не то, что абхазской стороне нужно. Нам в любом случае придется выстраивать отношения с теми, кто победит. Вот. Вне зависимости, нравится, меньше нравится. Вот такая будет ситуация. Поэтому здесь нужно соблюдать, конечно, определенную дистанцию. Вот. Потому что пытаются представить, что там Абхазия – это инструмент в руках России. Это очень примитивная картина, которая на которую натыкались грузинские руководители. Она ничего не приносила хорошего в наши отношения. Абхазия, пусть небольшой субъектностью, в силу своих экономических, политических, военных возможностей, но этой субъектностью Абхазия пользуется. Здесь общество может быстро мобилизовываться, солидаризироваться, поэтому такой фактор, как Абхазия, не стоит игнорировать. Вот. Гораздо более крупное государство Россия, когда ведет с абхазской стороной диалог, она четко себе дает отчет, что Абхазия есть субъектность. Вот. И что Абхазия – это государство, а не какое-то квазигосударственное образование, возникшее по воле каких-то внешних сил. Наше государство, оно может быть несовершенное, оно результат наших творческих усилий. Вот. Это надо иметь всем в виду. И когда говоришь об урегулировании конфликта, нельзя оставлять Абхазию за скобками. Ну, я вот на вот этой ноте, на вот этом позитиве, наверное, завершу эту передачу. Я надеюсь, что у нас внутриполитический процесс будет вполне контролируемый, не выходить за определенные рамки. Я надеюсь, что у нас все-таки появится повестка развития в процессе, в контексте предстоящих президентских выборов. И я надеюсь, что, в общем-то, вот те позитивные заявления грузинской мечты, они будут продолжены в абхазском направлении. Я еще раз напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», на странице Facebook «Чегемская правда», читать нас на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Какие-то комментарии можно мои увидеть в моем телеграм-канале на алхаши «Чегемская правда». Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был Астамур Таня. Астамур, спасибо тебе. Спасибо. Ты единственное такое более-менее успокаивающее звено в нашей неспокойной... Нет, я не единственное. Ну, почему? Ну, надеюсь. Да, мы переоцениваем вовлеченность общества в эти... И тем не менее, да. И тем не менее, тебе спасибо. Будьте здоровы, до свидания. Спасибо, до свидания.